10 апреля в Сыктывкаре стартует 4-й региональный этап 5-го национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Организатор – международное некоммерческое движение «Обилимпикс». Такие конкурсы помогают выбрать специальность и найти работу. Гости нашей студии сегодня: Марина Скопина, главный координатор «Обилимпикса» в Коми, и участник чемпионата Никита Сложеникин. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. Ну вот 4-й конкурс 3 года назад. Сложно ли он начинался? Вот, может быть, как-то не могли партнеров найти, или все хорошо шло и легко? Обилимпикс, как вы правильно сказали, это движение, конкурсное движение для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Оно даже переводится «Олимпиада возможностей». И здесь получается, что Республика Коми вступила в это олимпийское движение в 2016 году. Просто был пробный шар. Это еще не был настоящий чемпионат, какой мы будем открывать в этом году. Всего было 2 компетенции. Это сборка-разборка электронного оборудования и портные. И принимали участие 16 человек. В 2017 году на базе Сыктывкарского колледжа связи был уже создан Центр развития движения «Обилимпикс», потому что мы являемся базовой профессиональной образовательной организацией по обучению лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья по Республике Коми. И 2-й чемпионат уже был полноценный. То есть любой чемпионат «Обилимпикс» – это 2 этапа. Региональный этап и национальный этап. В региональном этапе уже во 2-м конкурсе у нас было 8 компетенций, или профессий, можно сказать, и участников было 46. Никита, когда ты стал участником этого конкурса? В каком году? В 2017 году. В какой компетенции ты участвовал? Что тебе надо было там выполнить, сделать? Ну, я участвовал в компетенции администрирования баз данных. Надо было разработать прикладное решение. То есть, насколько я помню, надо было автоматизировать процесс закупки строительных материалов для предприятия. Это было сложно или ты уже морально был готов? В принципе, я был морально готов. В принципе, образцы заданий вывешиваются на официальных сайтах Обилимпикса регионального и всероссийского. Соответственно, по этим заданиям можно готовиться, чтобы приблизительно знать, что будет, соответственно, на самом конкурсе? Ну да, на самом конкурсе. Но компетенция ведь выбрана была не случайно. Учишься в этом направлении, может, работаешь уже? В принципе, да. Я закончил Сыктывкарский государственный университет по специальности прикладная информатика в экономике. Соответственно, в принципе, все было... Твоя стезя, в общем-то. Моя стезя, скажем. В этом году сколько человек? Все растет, да. И в этом году... Конечно, не сама цель конкурса – это количество компетенций, количество участников. Это результат той работы, которую мы проводим в целом под руководством правительства Республики Коми. Но получается так, что, услышав первоначально о конкурсе, к нам присоединяется как можно больше участников. Если мы заявили 1 января о том, что у нас будет такой чемпионат проходить в апреле, и у нас было всего 50 заявок на этот конкурс, то есть на сегодняшний момент у нас уже свыше 110 заявок от участников. Они будут соревноваться в 17 компетенциях. Хотела бы я их перечислить, озвучить. Для студентов и специалистов в этом году заявлены портной, администрирование баз данных, сборка-разборка электронного оборудования, экономико-бухгалтерский учет, массажист, поварское дело, ремонт и обслуживание автомобилей, предпринимательство, документационное обеспечение, управление, архивоведение. Это компетенции, которые были и в предыдущих чемпионатах. В этом году добавлены новые категории студенты и специалисты. Это медицинский социальный уход, столярное дело, вязание спицами, роспись по шелку и ногтевой сервис. Кроме студентов и специалистов у нас участвуют школьники, и у них тоже есть свои компетенции. Резьба по дереву, художественное вышивание и добавлена компетенция вязание крючком. Раз уж мы с вами стали говорить о том, что у нас есть компетенции, школьники, студенты и специалисты, хотела бы сказать особенность этого чемпионата. Одна из компетенций администрирования баз данных, где будут у нас и школьники, и студенты, и специалисты, она профессиональная, она не творческая. И школьники будут участвовать наравне со специалистами, которые уже владеют. Чем отличается? Задание у них одинаково.
разная сложность и разный временной промежуток выполнения этого задания. Несколько слов могу сказать про задание, чтобы всем было понятно, что это такое. Администрирование баз данных, может быть, не совсем каждому понятно. Но вот представьте, что задание надо выполнить за 3-4 часа. И за это время необходимо портному изготовить полностью блузку. В компетенции столярное дело необходимо изготовить оконную раму. Небольшую, но полностью целую, полноценное изделие. В компетенции вязания крючком связать, используя 2-3 вида нитей, ажурную салфетку диаметром 25-30 сантиметров. То есть насколько это сложные задания. Никита, вот в 2017 году есть чем похвастаться. Первый региональный этап победителем стал, поехал на национальный этап. Там как успехи были? Ну, там не очень успехи, к сожалению. Так, как я считаю, техническая ошибка там меня подвела. И что, Ну, в этом году... планируешь взять реванш? Да, планирую взять реванш. Но для начала надо пройти региональный этап. Сейчас как раз-таки Да, конкуренция да. расширилась, Да, и поэтому будет немножечко сложнее. Ведь особенность тоже, 2 года подряд нельзя, победитель прошлого года, например, не может в этом году заявляться, чтобы... Это, кстати, очень даже хорошо, что у нас есть возможность стать победителями и другим участникам. Потому что понятно, что если ты участвовал, у тебя на данный момент, наверное, знания еще сохранились, и ты можешь подработать и опять стать победителем, а дать шанс всем стать лучшими, показать 1-е, 2-е, 3-е места, хотя этот чемпионат, все, кто заявился на республиканский, они уже победители. Конечно, молодцы. Они уже победители. Ну, а здоровая конкуренция не повредит. Никит, желаем тебе удачи, ни пуха, ни пера. Будем кулачки держать. И дай бог, чтобы этот чемпионат стал для ребят таким, может быть, новым этапом в жизни, который и дальше им поможет себя реализовать. Спасибо вам большое. Желаем только удачи. Спасибо. Спасибо. Хочется сказать, мы ставим лайк за успешное будущее наших участников чемпионата Обилимпикс. Здорово. Спасибо.